Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Прежде чем я начну отсыпку, хочу пару слов сказать об общих гаданиях. Я периодически об этом говорю, на разных своих каналах говорю. Но, возможно, кто-то не видел, либо кто-то новенький пришел и этого не знает. Все мои видео на этом канале, на других каналах, все они мною заряжены. Заряжены на позитив, на добро, на исцеление. Перед каждым видео я делаю специальные обряды и ритуалы. И я прошу высшие силы дать мне возможность поделиться с вами своей энергетикой, своим теплом, помочь вам, сделать вам добро. Я не веду личный прием, на то есть определенные обстоятельства, а возможно позже я запишу видео, где об этом расскажу. Но я пытаюсь вам помочь, как могу, как умею. Вы на мои видео попадаете не случайно. Вас приводит на мои видео ваш ангел, либо ваша интуиция, либо духи вашего рода. Возможно, даже кого-то высшие силы приводят на мои видео, чтобы вы посмотрели, впитались хорошей положительной энергией, исцелились, получили подсказочку и получили помощь. Каждое мое видео — это не просто гадание, это сеанс. Я работаю как медиум. Идет информация разная для разных людей. Возможно, вы посмотрели мое видео, ничего не поняли. Но через несколько дней вы с этой ситуацией столкнулись. А может быть, через несколько недель, а может быть, даже месяцев. Вы вспомнили мое видео, те подсказки, которые я давала, вы вышли из сложной ситуации. А кому-то просто нужно послушать мой голос и зарядиться очень хорошей энергетикой. Возможно, у вас проблемы с этим, возможно, у вас трещинки в вашей ауре, возможно, у вас утечка вашей энергетики. Вам нужно восполниться, залатать эти дырочки. Видео мои, каждое мое видео несет энергетику, теплую, добрую, исцеляющую. Эта энергетика имеет свойство накапливаться. Знайте, что энергия, она вне времени и вне пространства. Сколько бы времени ни прошло с момента выпуска видео, оно все равно активное, энергетически активное. Так что, мои хорошие, вы можете в это верить, вы можете в это не верить, но судя по тем комментариям, которые я получаю, очень многие люди чувствуют эту энергетику. Получайте, принимайте, исцеляйтесь. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что совсем скоро случится и о чем вам нужно знать. Если тема интересна, настройтесь, пожалуйста, посмотрите на мой песочек и задайте свой вопрос. Что скоро случится и о чем я должна либо должен знать? И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, о чем мы знать, о чем мы желаем знать. Итак, смотрите, у вас идет монетка, идет дом. Монетка. Монетка, ну, это деньги, это ваши ресурсы, это ваше материальное. По поводу монетки. Тут два человека пытаются эту монетку как поделить, разделить. Смотрите, у одного человека одна идея по поводу монетки, а у другого другая. Один человек прав, второй не прав. С правой стороны у нас выходит человек, который четко понимает, что с этой монеткой делать, как поступить, а с левой стороны человек под влиянием какой-то информации. Возможно, у вас в семье, в вашей семье, среди ваших близких будут какие-то разногласия по поводу денег. Деньги, материальные, вклады, может быть, даже какие-то ваши ресурсы, да, материальные.
значит, стойте на своем. Вот то, что у вас в голове, то, что вы думаете, либо как вы видите эту ситуацию, вот это истинно правильно. А ваш любимый человек, либо кто-то из членов вашей семьи просто паникует. Паникует, и от этой паники, вот этой нестабильности человек готов совершать какие-то глупые поступки, да, и вас на это подбивают. И, кстати, еще человек может обижаться на вас и говорить: ну как же ты не понимаешь, надо делать так и так и так и так. Да? Значит, не надо ругаться, не надо спорить, просто поступайте так, как вы считаете нужным. Правда будет за вами, правда за вами. Плюс еще эта монетка может говорить о том, что вас, возможно, в какой-то период времени ждут, скажем так, не самые прибыльные времена, то есть придется, может быть, где-то поэкономить, где-то придержать те деньги, которые у вас есть. Я не могу сказать, что это прям навсегда, да, тем более я смотрю на ближайшее будущее. Здесь просто вот совет и рекомендация сразу идет. Деньги тратить с умом. Возможно, следует отказаться от какой-то жизни, да, там, на широкую ногу. Не позволять себе вот все и сразу. Либо идти совершать каких-то спонтанных покупок. Придержите свои деньги, и знаете, главное, вот как вы решили распорядиться, так и распоряжайтесь. Себя, конечно, тут блокировать и прям на аскезу сажать я не советую, но тем не менее придержать на какой-то период эти деньги стоит. Это прям вот самое-самое ближайшее будущее у вас идет. Не совершайте вот глупых поступков вот в плане трат, и все будет замечательно. А ваш любимый человек, либо кто-то из ваших близких со временем поймет, что правда была за вами, и что ваш выбор, либо ваши мысли, они были действительно правильными. Здесь колеса выходят с одной и с другой стороны. Колеса. Причем, смотрите как... Кто-то будет уезжать, кто-то будет как-то, вот, может быть, планировать даже поездку. У одних поездка будет не в то место, куда вы планируете. Либо перенесется, либо маршрут, по которому вы поедете, он изменится. Здесь уже идет вмешательство как свыше. Вот вы планируете, например, поехать в один город, либо там в одно место, да, посетить, но высшие силы будут вмешиваться и перенаправлять вас. То есть план, вот как по самый последний момент, план, связанный с поездкой, он будет изменен, меняться будет. Это будет к лучшему. Здесь не нужно сопротивляться, не надо идти напролом. В принципе, наверное, у вас и не получится напролом. То есть вы как перед фактом станете, да, что вот туда я не могу, а могу вот именно сюда. Либо так, там на поезде я не могу, надо ехать на автомобиле. То есть вот так у вас перемена произойдет. Но поездка будет, сама поездка будет какой-то нервной, переживания, нервы, какой-то, знаете, вот как мандраж, что ли, да, вы будете вот думать, правильно ли я делаю, да, зачем я это делаю. То есть очень много мыслей будет. Но вот итог поездки, он будет замечательный. То есть те цели, которые вы перед собой ставите, вы обязательно их достигнете. Дальше, мои хорошие, мне не нравится вот тут пару субъектов. Вот прям из окна, вот, пожалуйста, из окна человек за вами наблюдает, за вами смотрит. Это может быть как в прямом смысле, так и в переносном. Возможно, кто-то за вами наблюдает. Какие мысли у человека? Скорее какие-то подозрения к вам, либо какой-то негативчик этот человек себе в вашу сторону, да, вот собирает. Это, кстати, может быть связано и с соседями, может быть даже связано на работе там, с коллегами. Вот вы сидите, работаете, а там через несколько, там, скажем, комнат сидит там, человек, который за вами наблюдает. У человека к вам какая-то претензия. Вот человек вас как будто бы в чем-то обвинить пытается. А вы как бы и не при делах, вы и знать не знаете, вы и подумать об этом не можете. Значит, готовьтесь к тому, что человек может себя как-то проявить. Я не могу сказать, что это будет агрессия, скорее какой-то, знаете, вот выпад в вашу сторону. Почему это делать, я вам объяснила. То есть человек считает, что вы в чем-то виноваты. Здесь нужен диалог. Диалог открытый и прямой. Если человек так, знаете, некрасиво себя повел, вы вместо того, чтобы там обижаться, либо там покрутить пальцем у виска, сказать, что за дурочка, либо дурак, вы видите этого человека на разговор. Вот прям спросите, что тебе от меня надо, какая твоя претензия, что я тебе сделала, что случилось.
Постарайтесь дипломатически разрешить этот вопрос. Обиды здесь вообще не нужны, они не сработают. Вы только можете усугубить эту ситуацию. Здесь нужно сидеть и разбираться с этим человеком. Вот прям полочка, да, к полочке, вот книжечка к книжечке, все нужно разобраться. Здесь, кстати, очень интересные факты вскроются. Возможно, даже вы будете немножечко шокированы причиной такого отношения либо поведения в вашу сторону. Но я вижу, что это все можно разрешить. Усугублять нельзя, действовать зеркально нельзя. Здесь нужно именно разбираться. Дальше, мои хорошие. Вот здесь человек, который пьет. Вот, пожалуйста, человек, у него уже прям хвост вырос, пьющий человек. Пьет, ведет себя агрессивно, ведет себя аморально по отношению к вам, возможно, к семье, к людям, которые вокруг него находятся. У этого человека, как бы вам сказать, обострение, что ли, какое-то может случиться. То есть, как это называется правильно, вот в народе говорят, да, писец, белочка или как, уже не помню. Значит, у человека будет какое-то обострение. Вот под влиянием, скажем так, алкоголя, либо, может быть, кроме алкоголя еще он чем-то там балуется, да, вот у него случится какой-то кризис. Скорее всего, человек будет изолирован. Изолирован, причем, так знаете, надолго. Возможно, даже какой-то арест у этого человека идет. То есть этого человека как будто бы закрывают и изолируют. Если этот человек ваш, скажем так, близкий родственник, то здесь нужно будет воспользоваться этим временем для того, чтобы принять радикальное решение. Да? Либо поместить этого человека в специальное как учреждение, да, где занимаются подобными заболеваниями, либо у вас будет время на то, чтобы как-то разграничиться с этим человеком. То есть уехать, переехать. Может быть, даже кто-то и кардинально будет все решать. Да, там пойдет, подаст на развод. Вам идет именно такой момент, что вы можете разрешить эту ситуацию. Но не упустите этот момент. Следующий момент может попасться очень-очень не скоро. И этот человек, он, понимаете, он если вернется, он продолжит свою же эту песню, да, нехорошую, грустную и злобную. Я надеюсь, что это вот точечно для кого-то одного предсказания, но вот вам прям шанс выпадает на этого человека. Вот прям вытолкнуть из своей жизни, чтобы больше не мешал жить и радоваться. Не отбирал вашу энергию и не омрачал ваше существование. Не только ваше, но, например, там, детей, близких людей. Здесь нужно радикально решать. Но вам и мысли хорошие придут. Придут вот прям подсказки, мысли, люди вам попадутся, да, может быть, 1-2 человека, которые действительно вам вот прям по душам с вами поговорит и скажет, лучше сделать так или иначе. Вот принимайте эту помощь и постарайтесь решить этот вопрос. Это очень важно. Дальше, мои дорогие, кто у меня находится в треугольниках? Треугольные вот отношения, где 2 женщины, например, делят одного мужчину. Неважно, с какой вы стороны, я хочу, чтобы вы знали, что женщина, которая ваша соперница, у нее какой-то очень хитрый план. Хитрый план, вот она у нас и в левой стороне выходит. Это не сейчас, это не ближайшие несколько дней, а чуть-чуть попозже. Может быть, конец следующей недели, либо через неделю. Значит, какой-то план, какую-то она готовит информационную бомбу просто. Знаете, что это все вранье. Вот что бы она там ни сказала, я вижу, что на вас повлияет эта информация. То есть вы как немножко ошарашены будете. Но это все пустое. Вот поймите, это пустое, она все это придумала, она это все сфальсифицировала как-то, знаете, вот факты там, где-то с кем-то, может быть, там договорилась, возможно, предъявит, что она беременна, возможно, предъявит там еще какие-то ситуации. Суть не в этом, суть в том, что она врет. Вам нужно будет с этой женщиной действовать очень дерзко, резко и активно. У вас тоже будет вот прям шанс эту соперницу свою раз и навсегда отвадить от вашего мужчины. Но она, знаете, как сама себя подставит. Вот этим своим враньем, либо той ситуацией, которую она попытается протолкнуть. Дальше, мои хорошие, я вижу, что кто-то беспокоится за семью. Семья, может быть, родственники, близкие люди выходят в правой стороне. И знаете, вот такая ситуация идет, что
либо связи нет, либо нет возможности помочь. Вот вы знаете, что кто-то в беде, либо кто-то в какой-то сложной ситуации, либо вы вообще не знаете, как сейчас человек там живет, но вы знаете, что плохо, либо вы общаетесь с этим человеком, но у вас такое ощущение, что вы беспомощны, я ничего не могу сделать, вроде как бы и живу, там и дом есть, и деньги, но помочь я ничем не могу. И у вас такое прям гнетущее состояние, да, душа болит, а сердце плачет. Значит, мои хорошие, вот тот человечек, либо те люди, о ком вы переживаете, о ком вы так сильно убиваетесь и думаете, они не нуждаются в ваших переживаниях, они нуждаются в вашей молитве. И если вы чувствуете эту тревогу, это переживание, эту боль, идите в храм. Нет возможности пойти в храм. Просто дома сидите, молитесь за этих людей, просите Боженьку помочь. Это будет самая лучшая помощь, самая. И еще такой вам дам совет. Вот, ситуации разные, да. Вы, например, знаете, что человек нуждается в деньгах, да, но нет у человека денег. Вы видите нищего, да, либо человека, который нуждается в средствах. Вот там на улице, да, сидит, там, просит милостыню человек. Подойдите левой рукой, дайте денежку. Когда даете денежку, говорите, вот я даю, и Боженька вот этому человеку, либо этим людям помоги. То же самое, да, вы можете там дать теплую одежду, либо просто какую-то одежду, еду вы можете дать. То есть, понимаете, как пойдет? Вы поможете тому, кому сможете, а Боженька поможет вашим вот этим людям, близким, родным, за кого вы переживаете. Еще момент тоже может быть связан с мужчиной. Вот какая-то женщина очень переживает за мужчину. Я не могу сказать, кто он вам. Муж, любимый, сын, брат, отец. То есть у женщины идет прям разрыв души. Да? Вот она не знает, либо не понимает, что происходит и что с мужчиной. Возможно, уехал в командировку, возможно, вот как-то отсутствует, возможно, связь тоже опять пропала, да, там где-то вот находится человек, что там телефон не ловит, да, невозможно связаться с этим человеком. Либо вы с этим человеком общаетесь, он вроде как вам говорит, что да, все нормально, неплохо, а вы душой чувствуете, вы сами не понимаете, вот у вас идет тревога за этого человека, прям такая уж до слез тревога. Просто вижу страдания какой-то женщины, невероятные страдания. Значит, моя хорошая, пока вот я смотрю, да, на ближайшие события, да, тема совсем скоро. Совсем скоро я беру события 2 недель. Вот я себе загадала на 2 недели. Я вижу, что с ним ничего плохого не случится. Вот в течение этих 2 недель все будет хорошо. То есть никаких плохих новостей, информации вы о нем не получите. И с этим человеком все будет хорошо. У вашего вот этого мужчины, но это именно мужчина, это не женщина, это за мужчину переживание идет, за одного мужчину. У него ангел слабенький, вот прям такой, знаете, маленький и слабенький. Я бы вам посоветовала за этого мужчину тоже и молиться, и просить. И, если вы мама, да, то вот прям, знаете, может быть, своими материнскими руками, там, гладьте его фотографию, да, вот гладьте и ему давайте свою энергию, то есть просите за него, говорите, мой хороший, там, мой сыночек, все у тебя будет хорошо, там проблемы отступят, там, беда уйдет, да? То есть от сердца, вот все, что чувствуете, то и говорите. Поверьте, это очень хорошо сработает. Если вы жена, то же самое делайте. Если у вас есть фотография, я думаю, есть, потому что здесь очень большое страдание, это прям за близкого человека. Вот прям как медитируйте на эту фотографию, вот прям представляете, вот чувствуете, да, вот вы дотрагиваетесь до фотографии, чувствуете этого человека. Так вы сможете поделиться своей энергией с вашим любимым человеком и помочь. Потому что ангел у этого человека реально очень слабенький. И ваш человек, да, он вам либо не договаривает, что происходит на самом деле и в какой он ситуации. Может быть, даже так происходит, что он специально с вами минимально общается, да, минимизирует общение, чтобы вам лишнего не сказать, чтобы вас не расстроить. Поэтому помогите вот как можете, энергетически помогите. Очень многие люди недооценивают силу энергии. Это очень плохо. Вот представьте, да, энергия, это намного круче, чем интернет. Мы же не видим, как интернет работает, но мы все знаем, что такое интернет, знаем про облачное хранение. Вот энергия — это намного сильнее.
И да, люди могут передавать эту энергию. Вот я, представляете, на такое огромное количество людей передаю свою. И я знаю, что она до вас доходит. И вы к своему любимому человеку тоже передавайте. Это обязательно сработает. И вы ему поможете. И сами успокоитесь. Потому что будете знать, что частичка вас перешла к любимому, хранит его, заботится о нем и помогает. Это так, мои хорошие. Дальше. Здесь у меня выходит девушка такая интересная, самостоятельная, стабильная, свободная. Девушка, которая имеет все, кроме личного счастья. Вот у этой девушки будет встреча с прошлым. Какой-то бывший, может быть бывший муж, может быть бывший парень, может быть просто какой-то одноклассник, да? Бывший сотрудник, с кем вы вместе работали. Вы с этим человеком встретитесь. Знаете как? Не видите в этом знака судьбы. Вы с этим человеком встретитесь не для того, чтобы с ним потом там общаться, встречаться, а скорее больше как для того, чтобы дружить, для того, чтобы этот человек вам дал какую-то информацию. Вот будет какой-то разговор, может быть пустой, может быть ни о чем, но этот человек вам сообщит нечто важное, важное для вас. Вот одно слово, либо какое-то выражение поможет вам что-то для себя понять и принять. У вас блок стоит на личную жизнь от какого-то страха, который у вас в душе. Может быть, вы обжигались в отношениях, может быть, у вас тяжелое прошлое было. Ну, это не тема, как бы песок это не показал, я могу только лишь предположить. А возможно, вы видели какой-то пример, да, несчастных женщин, которым не повезло, у которых там мужья тираны были, да, угнетатели. Вот у вас есть вот блок, именно блок. Поговорив с этим человеком из вашего прошлого, этот блок у вас уйдет. У кого-то прям моментально, а у кого-то там через время, но он уйдет. И вот, кстати, этот ваш бывший мужчина, ну не мужчина, да, может быть и мужчина, а может быть просто знакомый, да, он вас с кем-то познакомит в будущем. И вот тот уже человек и будет вашим любимым, возлюбленным, с кем вы будете встречаться. То есть у вас будет приглашение от этого человека. То есть он скажет, у нас будет мероприятие, либо я там хочу тебя там пригласить куда-нибудь, просто посидеть, пообщаться. Соглашайтесь, идите. Потому что там будет какая-то очень хорошая встреча для вас, идет позитивно. Там человек такой прям, знаете, стоящий, и вам очень интересным покажется. Я не могу сделать здесь прям прогноз, что вы там с тем человеком сойдетесь, но то, что для вас это будет будущее в вашу личную жизнь, это точно. Вот так, мои хорошие. Для тех, кто у меня в семье, для тех, кто столкнулся с какими-то препятствиями непреодолимыми, да, какое-то недопонимание происходит между мужем и женой, людьми, которые вместе находятся. Значит, скажу так, мужчина упрямый, вот он стоит, твердо стоит, и мужчины, знаете как, вот у него что-то происходит, с психикой происходит, может быть переломный какой-то возраст, да, он вошел в эту фазу, может быть какие-то примеры не совсем хорошие он видит, да, там, где мужики там плохо себя ведут. Значит, у него идет ужасная усталость, обреченность и безысходность. То есть если мужчина выпивает, если мужчина, ну скажем так, у кого-то может даже и покуривает, ну вы каждая знаете за своего мужчину. И вы ничего не можете с этим сделать, вы не можете пробить вот эту его стену, которую он выстроил вокруг себя. Вы не понимаете, что вам делать. То здесь вам нужно искать помощи не тем, чтобы пробивать, да, эти стены, что там ему доказывать, каждый день что-то рассказывать, а ищите помощи у его семьи, либо людей, которым он доверяет, с кем он общается, будь то его друзья, будь то его там родственники, там мама, папа, братья, сестры, неважно. Вот как-то вам вместе нужно объединяться, чтобы на него повлиять. Он сейчас как будто бы заблудился, действительно, да, может быть, там в 3 соснах заблудился, по кругу ходит и сам себя не понимает, и зол на весь мир. Значит, здесь нужно вот как-то коллективно на него воздействовать. Может быть, вы не очень в хороших отношениях с его семьей, может быть, даже не доверяете его друзьям. Ну, все бывает в жизни. Здесь вам нужны союзники. Союзники для того, чтобы договориться, для того, чтобы
всем вместе этого мужчину вот прям, как знаете, выбить из этого ступора, да, либо из этих всех заблуждений. Я вижу, женщина хорошая. Я вижу, что женщина, вот женщина, именно женщина, хотела бы сохранить все-таки семью. Сохранить, быть вместе, чтобы проблем не было. Кстати, женщина очень много на себе тащит. Мужчина более как-то легко живет, да, либо позволяет себе легко жить, не задумываясь о будущем, не задумываясь о каких-то важных вещах. Тем не менее, постарайтесь, пожалуйста, мои дорогие, у вас получится. Объединяйтесь с людьми, объединяйтесь даже с теми, кого вы недолюбливаете. Вам нужна помощь. Одна вы не справитесь, не пробьете вы эту его стену. А вот когда он увидит, что не только вот жена мне говорит, там еще мама говорит, там брат, сват, кум, неважно кто, вот он задумается. Он задумается, и, возможно, даже вы его действительно на сторону света сможете вытащить. Попробуйте, это очень хорошо будет. Дальше. У меня тут влюбленные люди, которые могли поссориться. Либо какой-то вот разный взгляд на жизнь, на будущее, на ситуацию. Здесь вы могли поссориться либо на какой-то теме, либо действительно на каких-то даже не теме, а планах, либо взглядах. Значит, мои хорошие, тут зерно раздора, оно, конечно, очевидно. Вы разные по темпераменту, даже больше скажу, тут у вас и уровень IQ разный, да, так тоже бывает. Причем, ну, мужчина тут явно проигрывает. Мужчина, возможно, молод душой, может быть, по возрасту молод, а может быть, действительно, душа какая-то молодая, такая дерзкая, резкая, не понимает, что творит. Он хотел бы очень примириться. Вот как вы хотите примириться, так и он хотел примириться. Но опять же таки, да, вот из-за вот этой вот гордыни, из-за какого-то эго своего у него не получается. Не получается разговора. И он сейчас похож на ежика, да, такого злого, сердитого, такого в угол залез, там иголочки свои выставил и так себя ведет. А вы с ним обязательно помиритесь. Дайте ему время немножечко подостыть. Он очень по вам скучает. Пройдет еще пару дней, он прям чуть ли не выть будет, да, вот как будет скучать по вам. Найдет какой-то предлог, это будет именно предлог. Он не придет там с цветами, не станет на колени, не скажет: все, прости меня, а найдет какой-то предлог, вот типа: я-то не хотел, но надо, да, вот мне нужно там что-то взять, либо что-то сделать. И так вы с ним помиритесь. Мои хорошие, ну тут, конечно, нужно учиться с ним общаться, договариваться. Я не могу сказать, что вы прям тут тоже прям идеальная, но вы гораздо умнее, чем этот мужчина. Но если можно так говорить, я не хочу никого обидеть. Опирайтесь на свою мудрость. Сейчас может быть не лучшее время, да, и может быть вам действительно нужен опыт, да, как с ним общаться, как нужно себя вести, да, чтобы не было таких конфликтных ситуаций. Но вы обязательно помиритесь. У кого-то, кстати, ссора могла быть прям чуть ли не накануне вашего там бракосочетания, либо совместного какой-то поездки, либо даже съехаться вы решили. Ничего, как поссорились, так и помиритесь. Тут не стоит расстраиваться. Так, и еще важный момент, который я хочу сказать. Тут информация идет, то ли письма какие-то, то ли новости какие-то. Значит, тут, как правильно сказать, вот противоречивая информация идет. Вот у вас спектр эмоций идет от плюса до минуса. И это вот, знаете, туда-сюда играет. Значит, мои хорошие, вот вы получаете информацию. Старайтесь ее воспринимать как-то вот опосредованно, да, вот не так, что прям в нее углубляться и принимать все, что вы услышали. Старайтесь всегда вот прям изучать то, что вы слышите, изучать то, что вы видите. Думайте трезво, холодной головой воспринимайте информацию. Потому что из-за вот этих информационных качелей, которые будут происходить вокруг вас, вы можете либо совершать какие-то поступки не совсем для вас благоприятные, либо вот энергетически очень сильно вот тратиться, да, вот на эмоцию. То есть сегодня мне хочется вот с утра прям, да, смеяться, а к вечеру я хочу плакать, либо наоборот. Поэтому старайтесь немножко абстрагироваться и вот дозированно принимайте информацию. Возможно, так будет, что люди прям будут специально пытаться в вас эту информацию вкидывать, да, такие информационные бомбы в вас кидать. Старайтесь себя от этого защищать, и все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всех вас люблю, за всех вас молюсь.
И всем вам посылаю частичку себя.